Недавно мы всей страной праздновали юбилей Победы – 25 лет независимой и свободной Абхазии. За это отдали жизни около 4000 человек. До сих пор эти потери невосполнимы для малочисленного абхазского народа. Но то, что делает наркомания с нашим обществом сегодня, это больше, чем война. Она убивает самую активную часть общества – молодежь. Наш социальный проект мы начинаем с цикла программ о наркомании. Совершенно разные люди, независимо от пола, возраста, богатые и бедные, могут попасть в наркотическую зависимость. Но потом все эти истории становятся похожими, как две капли воды. Обманы, потеря друзей и работы, проблемы с законом, болезни, но чаще всего смерть. Иногда всего один прием наркотиков может привести к необратимым последствиям. Научные исследования показали, что в зоне риска может оказаться практически каждый, но чаще всего это дети и подростки. Как правило, попробовать первый раз предлагает кто-то из близкого окружения. Отказать такому человеку бывает крайне сложно. Началась, наверное, с легких наркотиков еще в школе, с алкоголя. Не знаю сколько, 9 класс, 8 класс. Не могу сказать, зачем и почему. Наверное, пытался быть похожим на других людей, на старших. Как позже я узнал, были проблемы с нехваткой, наверное, чего-то, чего я могу заполнить либо наркотиками, либо чем-то иным. Родственник занимается его или там брат, он видит, давай попробую. Вот это первое попробуй, самое опасное. Что, один раз попробую, вроде бы ничего не будет, я брошу, мол, это же просто так. Я в 14 лет курил, а сейчас молодежь, она более смышленная. По-моему, они курят как взрослые уже. А легко можно у нас купить вообще наркотики, если захотеть? Вообще проблем нет. Вообще. Главное желание и все. Из тех, которые вот у нас все-таки поступают к нам на лечение, вы знаете, это бывают молодые, у которых 18 лет даже, и уже имеющие несколько лет стажа употребления наркотиков. Конечно, начинали, допустим, с марихуаны, таблеток, трамала, лирики и так далее. Сейчас уже пробуют метадон, пробуют соли. То есть они вот первый раз, если я с ним общалась, когда там ему было, допустим, 14-15 лет, а сейчас ему 18, мы опять еще встречаемся. Время от времени у него уже более серьезные наркотики в его, как говорится, ассортименте употребления. Люди, употребляющие наркотики, обычно ищут вот такие вот заброшенные места. И для этого не обязательно ехать далеко за город. Я сейчас нахожусь в центре столицы, в здании сгоревшего Совмина. Это место как раз очень популярно среди тех, кто употребляет наркотики. А следы вы видите сами. Миллионы людей во всем мире становятся жертвами зависимости. Это те, кто по каким-то причинам не научился радоваться жизни. По данным ООН, минимум раз в год наркотик употребляет около 270 миллионов человек. В Абхазии точных данных о количестве наркозависимых нет. В наркологический диспансер приходят далеко не все. Многие не хотят или боятся попросить о помощи. Начинается все с более таких безобидных, как бы на первый взгляд, в кавычках, скажем, безобидных веществ. Это марихуана, алкоголь, и далее таблетки начинают принимать. Был бум употребления лирики, он пока еще не снизился, но благодаря тем мерам, которые были приняты Минздравом, того, что внесли в список строгого учета этот препарат, все-таки снизилось где-то такое распространение, какое-то ощущается как бы замедление более. Но наркобизнес тоже не спит. Понимаете, на смену одним наркотикам приходят более другие наркотики, и всегда старается наркомафия начинать все, знаете, как подростки не начинают обычно употребление наркотиков сразу с инъекционных наркотиков. Это более сложно, сразу начать там героин или соли колоть. Обычно начинается все с более безобидных, которые ингаляционные или в виде таблеток, или надо там наклеек и так далее.
Эта жизнь связана с обманом, с нечестностью. Понятно, мы начинаем быть сосредоточены на себе, на том, как достать деньги, как достать наркотики и как употребить, чтобы не было последствий, желательно. А если будут, то и все равно употребим, невзирая ни на что. Сегодня наркобизнес приносит колоссальные деньги торговцам. Вот такой вот небольшой сверток героина весом около 1,5 граммов стоит примерно $50 США. Этот же пакетик – причина смерти тысяч и тысяч молодых людей. Из-за употребления психоактивных веществ ежегодно умирает 450 тысяч человек во всем мире. В большинстве своем, повторю, люди не понимают, что это такое на самом деле, какова глубина проблемы. Когда у нашего государства бюджет около 10 миллиардов, сейчас там озвучен, вот, кстати, недавно был. А по оценкам неофициальным, конечно, это трудно проверить, но эти цифры звучат. Оборот наркорынка достигает 2–2,5 миллиардов. Как вы думаете, мы сделали что-то, чтобы хотя бы по цифрам противопоставить что-то сопоставимое? В России его не могут остановить. В Абхазии тем более уже почти 70–80% началось это все. Ну, уже лет 5, как она идет. А вот сейчас в этот год она вообще, ну как сказать, чересчур уже. Много погибать начали молодежь. Родители видели это все и не могут остановить. За какое-то короткое время человек теряет свое человеческое достоинство, имеет очень слабую волю, а может быть вообще сила воли и уничтожается. К сожалению, я больше склонен к тому, чтобы сказать об уничтожении силы воли. И, безусловно, в таком состоянии человеку очень трудно помочь. Наркоманы, которые хотят исправить свою жизнь, да, они, видимо, стараются переосмыслить свою жизнь, увидеть, что у них есть перед ними, что за их спиной прошло в жизни, и стараются, найдя опору, перестать употреблять наркотики. Есть такие люди. То, в какой вообще безысходной ситуации они находятся, меня побуждает к тому, лично меня, что нужно что-то делать общими силами. Наиболее распространенные на территории Абхазии, именно вот с чем мы сталкиваемся, это опиоидный ряд, метадон, героин, кокаин и растительного происхождения. Основные регионы, откуда поступают, это в основном Санкт-Петербург и город Москва Российской Федерации. Транспортируется по реке Псо, то есть пересекают через государственную границу КПП Псо. Несмотря на мучительные ломки и страх передозировок, каждый день кто-то выбирает путь к смерти. По данным Министерства внутренних дел Абхазии, в республике доминируют наркотики растительного происхождения, но постепенно их вытесняет вещество опиоидного ряда метадон. Даже единоразовый прием вещества в массе 50 мг вызывает смерть. Передозировка вызывает коматозные состояния примерно в течение часа после приема препарата. Введение эффективных антидотов, в свою очередь, может спровоцировать у человека кому примерно уже через 2 часа после начала терапии. Ты с этим живешь, и нормальный образ жизни для наркомана так, только тебе и все. Ты очень становишься хамским, ведешь себя. Все для тебя только одно, найти быстро, и чтобы тебе хорошо было. А потом второе, третье, это уже потом уже. Ты хороший, пока есть деньги имеешь, когда деньги кончатся, и ты с дома начнешь что-то выносить, продавать, все это больной человек, это зависимый, это считается больной человек. А стать больным можно в течение недели вот этими новыми препаратами. Пока болезнь не достигнет какого-то, понимаете, уже стадии такой глубокой, они не могут остановиться. То есть, если наркоман, например, употребляет наркотик 1 год, естественно, у него уже зависимость все-таки сформировалась. За год, конечно, она формируется. Вот. И родственники приводят такого на лечение, с радостью сообщают: вы знаете, у него небольшой стаж употребления, он употребляет всего лишь 1 год. Им кажется, что это еще вот, но, к сожалению, когда зависимость сформировалась, и он употребляет всего 1 год, шансов восстановиться всегда мало у такого пациента.
потому что за год это еще не так сильно надоело ему. И проблем, которые развиваются в семье, они думают, что ой, у него уже столько проблем, они еще не видели проблем, все проблемы еще впереди, которые его ждут. В итоге нормальный социальный круг пациента начинает потихоньку от него отходить. Уже даже близкие родственники, которые так поддерживали вначале, даже им надоедает, и они говорят, делай, что хочешь. Вот. И когда он остается уже на дне болезни, докатился до самого дна, ему тяжело уже, и он понимает, насколько все страшно, и что уже вот все, могила, дальше катиться некуда, вот это его как-то останавливает. Если он по чем-то был, он всегда приносил дома проблемы, связанные с машинами, с долгами, и все это расхлебывали, естественно, семья. И это очень тяжело, понятно, физически это все на себе переносить, когда тебе по жизни тяжело, еще и тебе проблемы вторично. Я, наверное, до класса 11 всегда мечтала заснуть спокойно, чтобы не на нервах, потому что нервы у нас и так уже пошатаны, они не восстановятся. Сама схема сбыта наркотиков сегодня напоминает сетевой маркетинг. Новые технологии вместе с комфортом несут за собой и большую угрозу. В настоящее время не доставляет особых трудностей покупка наркотиков через интернет. Сотни сайтов предлагают весь ассортимент запрещенных препаратов. А схема выглядит примерно так. Через интернет наркозависимый оплачивает товар, личного контакта с торговцем у него нет. Затем через определенное время он получает информацию о том, где лежит закладка. Министерство внутренних дел Абхазии через МВД России пытается решить эту проблему путем блокировки этих интернет-ресурсов. Но вместо них создаются новые. Кроме того, наркоторговцы идут на различные ухищрения и продают запрещенные вещества под видом легальных товаров. Сегодня в Абхазии участились случаи ввоза на территорию запрещенного препарата прегабалин или лирика. Основной поток наркотиков попадает в республику через север России уже в готовом виде. Наркомафия – бизнес, который не останавливается ни перед чем, чтобы завлечь новых людей. И меньше всего они думают о том, что будет с теми, кто употребляет их товар. Часто концентрация бывает такой высокой, что смерть наступает уже от первого приема. Лицо, уже употребляющее наркотическое средство, для того, чтобы он употреблял, ему нужны на это средства, они уже начинают совершать ряд других преступлений, как кражи, грабежи и разбой в том числе. Среди своих же друзей, товарищей начинают уже в материальном плане состоятельных подбирать кандидатов, так скажем, и также завлекают, заманивают, можно сказать, там попробовать один раз в каких-то мероприятиях, там, где собирается уже молодежь, можно сказать. Начиная с 2005 года в Россию хлынул поток синтетических наркотиков из Азии, так называемые соли и спайсы. Тогда же эти вещества попадают и в нашу республику. Они быстрее разрушают организм и приводят к необратимым последствиям для психики человека. Белый китаец, новый препарат, соль, который человек умственно, он отсталый становится. В основном вот эта соль, она делает человека зависимым. Психологически она очень... Больше всего, почему молодежь не знает это делать. Думает, хорошо это будет, раз-два сделаю, а вот эта соль, она раз-два и все. Она уже все по жизни требует человека. 95-97% умирают. Кто-то с крыши выпрыгивает. Психология меняется, все. Передозки запоймает, кто-то спайсом передоз ловит. Ну, много. И болезни, которые еще можно сказать. А болезни это венерические заболевания, чуть ли это насчет СПИДа, все это прям каждый второй имеет наркоман. Потребности у них хватает, они ее воспользуют. Шприцом там быстро, где сейчас в поликлинику или в аптеку бежать, никто не будет это смотреть. Водой промыли, опять же делают, и вот тебе и болезнь. Вообще в нашем обществе нет четкого понимания проблемы наркомании. Кто-то наркомания считает употребление только инъекционных наркотиков и лояльно относится к различным курительным смесям, употреблению марихуаны и так далее. Другие же четко понимают, что наркотики – это зло. Но все-таки первой категории больше, чем второй. Как вы ощущаете, вообще растет количество зависимых людей? Да, их много очень. Такое количество наркоманов, мне кажется, вообще, наверное, никогда и не было. Мне кажется, должны все встать
и, не знаю, решить. Иначе вообще Абхазии наверняка не будет. Вся наша молодежь погибнет, и кто останется, а кому она потом нужна будет? Одним богатым людям? С чего надо начинать, мне кажется, со всех структур, что снизу, что сверху, что вообще глобально. Эта проблема не решит одна какая-то структура, это общая, вообще большая беда наша, я считаю. Надо с дома начинать, и школа тоже ничего не дает. С 16 лет уже наркоманией занимается. Кто закладки делает, почему не ловят? У нас законы очень даже хорошие, но кто делает, кто исполняет. Потому что пока двой мой будет, это никогда у нас это не будет. Надо со своих оттуда, рыба с головы гниет. Если бы здесь это не выращивается, они завозят и распространяют, а почему их там пропускают? 80%, большинство людей, молодежь, наркоман. Мы исчезнем, если так будет продолжаться. В первую очередь с наркоторговцев и наказывать их со всей строгостью, потому что если бы они не завозили, а там, наверное, какая-то цепная реакция, о которой мы все догадываемся, которая всем известна. Надо в первую очередь их наказывать. А этих жалко просто, их надо лечить. Потому что семьи разрушаются. Это просто трагедия. Мне кажется, хуже этого ничего нет. Поругать – это легко. А вот помочь и предотвратить, здесь нужно альтернативу предлагать. Работу, чтобы после школ и во время школ уже дети были заняты спортом, чтобы спорт поощрялся, чтобы больше показывали не сводки, а рекламы, чтобы больше было почета спортсменам, чтобы внутри это было общество, то есть детей уже формировалось. А когда дети видят другое, а нет той альтернативы, то и ругать не надо. Наркотики существуют более наркогенные и менее наркогенные. То есть наркотики, к которым развивается привыкание очень быстро, а есть наркотики, к которым привыкание развивается медленно. Но никто не знает, что будет конкретно с тем или иным человеком, так что рисковать, конечно, не стоит. Я думал тоже, что смогу остановиться, но я не собирался точно быть наркоманом, не собирался создавать себе проблемы, связанные с употреблением. Но это наркотики создали за меня. Моя зависимость сама решила, что со мной будет потом. Борьба с наркоманией ведется в разных странах по-разному. К примеру, в России для этого создана специальная программа, включающая в себя не только меры по противодействию наркотрафику, но и систему оказания наркологической медицинской помощи зависимым и их реабилитации. В Абхазии же до сих пор нет четко выработанной антинаркотической политики. У нас проблем нашей национальной безопасности, конечно, угроза много, но это одна из них. Последние годы, так назовем, настроение в обществе есть, но нет понимания, что с этим делать, как это происходит, как с ней борются. Фактически мы пришли к тому, что надо проводить просветительскую сперва работу. Что это такое, какие ее современные аспекты у наркомании. Она меняется вместе с обществом. Общество становится более современным, появляются электронные средства связи, которые стали прекрасным разносчиком этой заразы. Мы не успеваем трансформироваться. В большинстве своем все наши шаги идут с опозданием в несколько лет. В наркологическом диспансере могут помочь наркозависимым при передозировках, помогут снять абстинентный синдром. Но уже доказано, без реабилитации эффект от такого лечения снижается в разы. Наркологи говорят, минимум 6 месяцев уходит на психологическое восстановление больных наркоманией. В Абхазии же до сих пор нет ни одного учреждения или центра, в котором могли бы оказать такую поддержку местным наркозависимым. И я вынужден сегодня обращаться к людям, к нашему обществу, чтобы мы поднялись все вместе и начали бы вместе думать о том, что мы можем сделать для того, чтобы будущее Абхазии, молодежь Абхазии не была подвержена этой страшной болезни, наркомании.
Анонимные наркоманы – сообщество людей, для которых наркотики стали серьезной проблемой. Они собираются для того, чтобы делиться опытом и помогать друг другу, как говорят они сами, оставаться чистыми. Это 12-шаговая программа полного воздержания от всех видов наркотиков. И опыт показал, что положительные результаты есть. Эти сообщества появились в Абхазии в начале 2000-х годов. Теперь группы анонимных наркоманов есть в Гудауте, Гагре и Сухуми. На собрание одного из таких сообществ в Гагре нас пригласили. Уже 7 часов, собрание скоро начнется, но по этическим нормам, а также по принципам, которые есть в самом сообществе, снимать саму встречу мы не можем, но поприсутствовать и прочувствовать атмосферу собрания имеем право. Я работал по программе 12 шагов, и я около года остался трезвым и чистым. И более того, я начал получать от жизни удовольствие. Я понял, что вот этот щелчок, который произошел во мне, я понял, что жизнь без наркотиков возможна. Наркотик ждет всегда тебя. Опять тут же твое мышление, твою психику, как ты ее выработаешь, включишь ее, хорошо будет. За дураком надо быть никаким. Выход в том, что все-таки все рычаги должны работать. То есть все, это и лечение, это и профилактика, это и границы, это и милиция, это таможня, это программы реабилитационные. То есть все рычаги должны быть задействованы, чтобы эту беду остановить. А так сказать, что мы выдумаем новый метод лечения или мы всех пересажаем, то есть это не работает. Нужно вот всем миром и во всех направлениях действовать, чтобы был результат. Мы сами определяем, радоваться нам жизни или идти к медленной и мучительной смерти. Абхазия очень больная тема, потому что молодежи порой нечем заняться, а если она начинает заниматься спортивной деятельностью, и кажется, что он месяц позанимался, да все ему хватит, они бросают. И меняется образ жизни либо в положительную сторону, они начинают просто работать, либо в отрицательную, они начинают употреблять какие-то запретные вещества. Я путешествую, вижу мир, и это очень приятно, потому что открывается много дверей, когда ты смотришь на мир с трезвой стороны. Моя заветная мечта — попасть на Олимпиаду в 2020 году и выступить с результатом хорошо, на первую, на золотую медаль. В следующей программе мы расскажем вам о том, какие есть пути выхода из наркотической зависимости. Поговорим подробнее об обществе анонимных наркоманов, возможностях медицины и других средствах реабилитации.